Мы были тогда молоды. Ну, советская система тогда художественной жизни, знаешь, что предполагала, знаешь, это какая-то игра со своими правилами, которые надо принять. И, честно говоря, советскому времени нужны были только два художника. Это Афанасий Николаевич Осипов и Афанасий Петрович Мухраков. Остальные художники, ну, надо было вписаться в эту систему. Это было очень сложно, я очень долго думала. Было это, я помню, было очень мучительно. Вообще найти свою дорогу в творчестве, в искусстве, это очень сложно. Надо свою тему найти. В общем, я поняла, что в эту систему меня не примут. Но творчеством надо было заниматься. Я... Конечно, в годы перестройки пришла некая свобода, да, и выставок очень много было. Наше объединение, вот флагистон, Марина Ханды придумала и название, и наше объединение. И выставок было очень много. И даже нас ругали, что мы делаем какие-то несерьезные выставки очень часто и так далее. Но вместе с тем, с этой чистотой появлялось и качество. Сайсарские мотивы, они возникли вот, ну, сами с собой. Сами с собой. И первая выставка, когда я еще работала в художественном фонде, мы, ну как молодые художники, начали, уже надо было выставляться, сами организовывали выставки. И тогда я уже вот сделала первую работу вот по сайсарской теме. Это был фонарь. Одинокий, горящий фонарь. Вот. Это был диптих, пастелью сделанная работа. Вот. И, конечно, это и всем понравилось. Что-то родное, всем знакомое. Угу. А потом прошло очень много времени. Я, кстати же, жила в Москве, некоторое время жила в Москве, и вот я там начала цесарскую тему на самом деле. Вот картина «Утро» я там сделала. Угу. Ну, так сложились обстоятельства. Через некоторое время я приехала обратно на родину. Я приехала в апреле. И, вы знаете, я была поражена. Поражена, какое у нас солнце. Какое у нас солнце. Такое яркое, такое необычное. В Москве постоянно, знаете, все-таки это сумрачный город. Постоянно слякоть, как-то постоянно дожди, постоянно серое небо. А у нас, оказывается, такой контраст.
творчество. Вот, допустим, говорят же муки, творчество и так далее, да? А я думаю, что на самом деле мук-то не должно быть. Потому что творчество, вот чистое творчество, это как ребенок. Как ребенок рисует, да? Так, чистое творчество, оно такое вот. Вот у японцев же есть, да, чистое творчество. Вот, допустим, они приходят к берегу, к песчаному берегу, ну, к побережью, да, и начинают рисовать. Потом волна смывает это. И они начинают заново, второй рисунок делают, да. Вот это и есть чистое творчество. А муки начинаются потом, когда окружение, зритель твой не примет тебя, не примет твою работу, да, тогда вот начинается, когда художник думает о своем месте вот, среди этого художественного мира. А когда он творит, это радость, это наслаждение. Сомнения они всегда есть, да, но возвращаться к работе это невозможно. Потому что я, допустим, хочу дописать работу, да, и я вижу, что у меня другое состояние. Я не могу повторить даже тон вот того мазка, который я как вот раньше положила. Я не могу это сделать. И ощущение уже потеряно. Поэтому лучше оставлять работу, какие они есть. И чем старше становишься, чем оно быстрее же идет. Одно мгновение. Вот сегодня был выходной, а завтра уже через буквально опять выходной, да, как-то так. Очень быстро идет время. И то, что мы делали, и то, что мы уже вот флагистон, это уже история. То, что мы как начинали работать, художники, с которыми ты начинала работать, уже известные, выдающиеся художники. Это все история, оказывается. И художник живет в то время, как раз он рождается, видимо, именно в это время, и он должен служить этому времени, отражать это время, да? Так получается. С многими художниками связано некий ажиотаж. Вот взять того же Сальвадора Дали. Некоторых художников просто лепят же. На самом деле надо создать какую-то ауру, легенду и так далее, и так далее. Но я вот, кстати, была в Испании. Я была в Испании, я была в его музее. И до этого я относилась к нему тоже как, тоже не все воспринимала, но когда я туда попала, я была просто в шоке. Это гениальный художник. Огромная картина, да, вот его, на всю стену пятиэтажного дома. Огромная картина. А во дворе у него, да, инсталляция, там стоит машина. И когда раньше кидали монетку, значит, там машина заводилась, вроде как заводилась. И поверх машины идет, значит, такая лодка, с нее капают капли дождя, такие сделанные из дерева, такие. Что это означает? Там все необычно, все. И, кстати, вот я могу рассказать, да, в музее Сальвадора Дали я же, как бы, знаете, со мной что-то произошло. Я смотрела на одну работу, да, там вот идут зеркала как-то вот. Значит, зеркало, и она как-то отражает работу, да. Значит, зеркало, работа, да. И как-то она стояли они гармошечкой. Я пришла и смотрю, на работу, я смотрю на зеркало, потом я смотрю, и вдруг я зашла туда. Это была такая комната, я иду, потом иду еще коридор, такой большой зал. Я иду, и вдруг я слышу такой гул. И когда я опомнилась, оказывается, это гул музея. Музей, который... Короче, я, оказывается, просто вошла в эту картину. Вот эти зеркала, они обладают... Видимо, Сальвадор Дали специально так делал. Они же как-то затуманивают твое сознание. И ты просто... И если бы, я не знаю, если бы не этот гул, я не знаю, куда бы я еще дошла.
Зазеркалье. И я опомнилась, и думаю, где я нахожусь? Оказывается, я в музее, ходят вокруг люди. Очень интересно так было. Очень много инсталляций. Ведь Сальвадор Дали – это же отец современного искусства. Инсталляции. У него очень много было работ из перьев. Вот то, что наши мастера сейчас делают, да, вот из гусиных, они же составляют, да, такие. У него эти работы, такие работы были там. Необычный человек. Очень большое впечатление было у меня от картины Андрей Рублев, Тарковского. Андрей Рублев. В то время, конечно, мы же смотрели как бы даже подпольно. Этот фильм показывали в урезанном варианте, и это огромное впечатление, конечно. Это гениальный режиссер. А сейчас я думаю, как это он снял этот фильм, да? Ему было всего 24 года. Всего 24 года, как можно вот так вот все почувствовать? Там идет какой-то вот суперреализм, да? Настолько показать вот это вот нашествие татар реалистично, что это вообще, я не знаю. И, конечно, фигура Андрея Рублева, его молчание, обет молчания, да, дает. Вообще русское искусство, да, вот иконопись, эти церкви, это тоже уникальное искусство, совершенно удивительное такое. Я поехала поступать в Владивосток, и как раз в это время проходила зональная выставка. И когда я пришла туда, сразу при входе висел гобелен из конского волоса. Это меня настолько ошеломило, и я сразу, это мое. Это вот настолько мне понравилось, настолько... И, конечно, я решила по приезду заняться конским волосом. Я не знала, как это реализовать. Мы поехали в Бурятию. Конечно же, мы были настолько наивны, мы думали, что нас как-то встретят, все расскажут, покажут и так далее. Но на самом-то деле мы ходили только по объектам, так сказать, мы смотрели уже завершенные работы, и только одна художница согласилась показать свою мастерскую. Вот, и мы там увидели станок, но самого главного, вот как делается пряжа, нам все-таки не показали. И мы чисто интуитивно начали работать. В советское время конский волос был в такой ситуации, когда у нас по республике оставалось всего 2 мастера из Чурапчинского улуса. Это династия Пеникиных. И вовремя, в 90-е годы, как раз, когда началось национальное, так сказать, возрождение, да, вот тогда вот и мы появились. Это, не знаю, как объяснить это. Видимо, или время рождает людей, или люди рождаются под это время, как бы наступила такая ситуация, что мы должны были появиться и работать в этой области. Я-то человек, выросший в советское время, да, немножко обрусевший, и
сама отошла к своей национальной тематике очень сложно и трудно, да? Вот. Но пришлось заниматься, и помогли мне в этом мои друзья тоже, искусствоведы и так далее, общение с людьми тоже помогает в этом. И сейчас я ощущаю себя вот как раз-то в возрасте за 50 лет, я вот только сейчас ощущаю себя настоящей якуткой. Чем больше узнаешь свою культуру, да, тем больше ты богаче становишься. Прямо все такое неисчерпаемое какое-то идет изнутри. Аланхо это вообще... Я думала, это просто банальные слова, что Аланхо это наше все. Ну, все это понятно, да? Но вот когда я сама начала немножко прикасаться к этому, да, я поняла, что вообще Аланхо, оказывается, это религия. Потому что там вот нигде в других видах фольклора, да, вот аи, божества нигде же не описаны, кроме как в Аланхо, да. Только в Аланхо мы можем понять, кто такая была Анна Лахчун, кто такая Иехсит, да. Других ни в сказках, ни в других видах творчества этого же нету, да, получается так. И еще мне нравится, что, допустим, верховные божества, они как бы, там же есть такие слова, Анан, Минен, Энигин, Айбуттарден, да? Это получается, что вот специально тебя создали. То есть у тебя есть такое какое-то предназначение. По-моему, мы это забыли. Мы забыли, по-моему, это, потому что свое предназначение, оно, ну, во-первых, это продолжение рода, в первую очередь. Продолжение рода. И остальное, ну вот призвание и так далее, это тоже туда, они решают. Я так думаю, что вообще-то вот дар человека, да, его талант, это не его собственность. Это собственность как это не высокопарно звучит, но это собственность твоего народа. Когда твои работы вводят, ну, на выставки, всероссийские и так далее, ты же представляешь, твоя работа представляет искусство твоего народа, да? Это же огромная ответственность. За спиной художника стоит его народ. Чем больше народ в количественном отношении, да, тем она и легче сохранить свою культуру. Вот, допустим, нас мало, если какой-то носитель умирает, носитель, ну, ремесла, допустим, да, пения того же, да, если он умирает, то все, на этом заканчивается. А если большое количество людей, то и перенимают они больше, и даже и в этом и легче сохранить. Видимо, так.
А потом, ты знаешь, нас же все-таки мы все время забываем, да, что мы малочисленный народ, нас очень мало. И мы как можно дольше должны, ну я так считаю, мы как можно дольше должны сохранить свою культуру, свой язык, свои традиции. Не сколько работать на Запад, да, вот что-то понравится им. У нас совсем другое, как сказать, другая задача. Я, например, не собираюсь удивлять этот Запад. Мне важно, как бы, важнее для меня мой народ. Я хочу вспомнить своего любимого Конфуция, его изречение. В 15 лет я устремился к знаниям, в 30 лет я утвердился, в 40 лет я избавился от сомнений, в 50 лет я познал путь неба, в 60 лет я живу велениями сердца, не нарушая меры. Вот. Я эти строки прочитала, когда мне было 40 лет. И прочитав эти строки, я действительно избавилась от сомнений. Постоянно, действительно ты утвердился. Что же теперь сомневаться, да? Сейчас мне уже 50 лет. И действительно можно сказать, что вот, как говорил он, путь неба, да? То есть я уже понимаю свое предназначение, да, и как бы, как я работаю для народа своего, ну, какую-то свою миссию, да. Это, вот этот путь я уже тоже как бы стою, да, на этом пути. Ну, под 60, да, лет. Я уже живу спокойно. Я уже живу спокойно, думаю о своей спокойной старости. Как бы я уже посадила дерево, построила дом, вырастила сына. Теперь я хочу как бы спокойной, тихой, счастливой старости. Как бы так.